Испытано на себе. Друзья, всем привет! Это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. И сегодняшний наш эфир начинается с очень раннего утра. Сейчас 3 утра в городе Якутске. И надо сказать, что это уже попытка номер 2 улететь в Черский. Вот, ну и, соответственно, вчера все было то же самое. Просыпаешься рано утром, вызываешь машину, садишься, едешь в аэропорт, проходишь регистрацию. Но, к сожалению, по пути следования самолета была большая метель в районе Чукурдаха. Вот, поэтому рейс перенесли на сегодня. Сегодня вторая попытка. И посмотрим вообще в этом выпуске, как люди передвигаются на местных авиалиниях по республике Саха-Якутия. Ну и я думаю, что также много интересного сегодня вы узнаете. В том числе мы пообщаемся в канун Дня гражданской авиации с представителями авиакомпании, с пассажирами. Ну и в целом покажем по возможности красоты нашего родного края. Испытано на себе. Через Кирилла, короче, моя. Цирк проезжаете, да? Просто у меня что-то геолокация не работает здесь. Окей. Ну я тут на подъезде. Или также на дорогу выйти, да? Хорошо. Давай на дорогу выйди, там буду стоять. Да, через одно всем известное приложение агрегатор такси вызвали машину. Ну, получается, заездом практически 2 заезда в центре города и потом на аэропорт. Стоимость 500 рублей. Вот. Ну, я думаю, для этого раннего часа цена вполне себе адекватная. Что значит последние события с точки зрения экономики? Стабильная инфляция, Ну что, сейчас мы в кафе, которое называется «Полчаса до рейса». Прошли регистрацию. Сегодня уже как по маслу, да? То есть мы уже как профессионалы. Да. То есть 2 дня подряд. В целом, надеемся, что сегодня погода будет получше и нам удастся вылететь. Вот, еще дополнительно мы знакомый попросил нас, передали небольшой багаж. Вот. Ну, в целом, действительно, вот, допустим, такие труднодоступные районы, очень сложно с логистикой, и действительно даже вот люди, например, узнают, что едешь в какой-либо населенный пункт, да, и уже сразу есть вопросы, там, отвезите то, возьмите то, небольшую посылку, небольшой пакет, документы, ну, конечно, почему бы и не помочь. Вот, но сейчас мы уже здесь, в зале ожидания, ждем самолет. Надеюсь, что будет без задержек. В общем, не будем загадывать. Международный аэропорт Якутск сегодня – это современный терминал, отвечающий международным требованиям класса С по уровню комфорта и безопасности, оснащенный телескопическими трапами, эскалаторами, лифтами. Главная воздушная гавань республики – это развитая инфраструктура, большая маршрутная сеть, тысячи пассажиров и десятки рейсов в день. С 29 июня 2012 года пассажиров обслуживает новый терминал.
Акционерное общество «Аэропорт Якутск» является одним из ведущих авиапредприятий в транспортной отрасли Якутии, отвечает всем сертификационным требованиям и является единственным международным аэропортом в республике. Находясь в просторном зале ожидания аэропорта Якутск, мы побеседовали с жителем поселка Черский Мункуевым Олегом Андреевичем. Да, точно так. Я живу в Черском уже долгие года. Хотелось бы мне поздравить работников гражданской авиации с их профессиональным праздником. Пожелать всего хорошего. Но я всю жизнь в севере живу, летаю на самолетах на материк. Вот, и сталкиваюсь с перелетами, с посадками, взлетами. Вот из Черского мы раньше летали в Якутск, столицу Якутии, через Чукурдах, Батагай, Якутск. Обратно тем же путем, значит, только наоборот. Ну а в данное время уже в течение ближайших 7-8 лет, нет, извиняюсь, даже 15 лет, вот 15-16 лет, у нас прямые рейсы. Якутск-Черский, Черский-Якутск. Он был рейс номер 1, сейчас 401 рейс. Отлично нас обслуживают пассажиров. У нас в аэропорту Черске новое здание построили, вот лет уже 7 тому назад. Взлетную посадочную полосу в течение 1,5 лет последних вот ждали его 22 ноября был пробный рейс. Бетонные плиты, отлично. Так что мы, жители Нижнеколымского района, довольны работой Аэрофлота. Раньше, в 70-е, 80-е годы, в нашем поселке Черске, в районном центре, базировался Колыму-Дегильский объединенный авиаотряд, который имел свои вертолеты, самолеты, начиная Ан-2, Ил-14, Ан-24. Было хорошо, удобно, были, значит, свои пилоты, юноземная служба, авиатехники, база. Но со временем, вот где-то в начале 90-х годов, скажу, в конце 80-го, в 89-м году, по-моему, или в 86-м году, Колымо-Дегильский объединенный авиаотряд был ликвидирован. Вот. Но в результате мы сейчас имеем такое положение, которое имеем в настоящее время. Вот, дорогие друзья, вот так мы живем на крайнем севере. Но с помощью авиации мы находимся как-то ближе к материку, так скажем. Всегда можем прилететь сюда, в столицу Якутии, а потом уже с Якутска дальше, в Санкт-Петербург, Москву, значит, на побережье Черного моря отдыхать, на Дальний Восток. Так что без авиации мы никуда. Испытано на себе. Так, у нас объявили посадку. Помаши. Помаши рукой. Выход на посадку номер 4.
От поселка Черский по реке Колыма всего около 80 километров до Ледовитого океана. Поэтому сразу по прилету нас встречает паспортный пограничный контроль. Интересный нюанс, касаемый самолетов «Бомбардир» Dash-8 Q300. Прежде чем выпускать пассажиров, должен быть освобожден грузовой отсек. Дело в том, что если выпустить всех пассажиров, то есть вероятность, что груз, находящийся в хвостовой части самолета, может перевесить. Также и при загрузке сначала садятся пассажиры, а затем заполняется грузовой отсек. Мы прилетели на регулярном рейсе авиакомпании «Якутия» по маршруту Якутск-Черский. Ведь буквально пару месяцев назад, в ноябре прошлого года, завершилась реконструкция аэропорта Черский. Более подробно об этом расскажет мой коллега Власий Сергеев. Торжественное открытие аэропорта после реконструкции состоялось в ходе видеоконференции, в которой приняли участие руководители транспортной инфраструктуры страны и главы регионов. Очень важно строить малые аэропорты. Надо вообще в стране авиацию максимально развивать. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу сказать огромное всем спасибо и руководителям регионов, и Якутску, и Якутии. Я лично знаю, значит, Александр Сергеевич, он лично занимается всеми вопросами строительства. Спасибо всем, коллеги. Реконструкция аэропорта Черский началась в 2021 году. За это время была построена новая взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием длиной в 1630 метров. Помимо этого было установлено новое метеорологическое и светосигнальное оборудование. Старт работы данной воздушной гавани обеспечил Нижнеколымский район круглогодичным сообщением с Якутском. Взлетно-посадочная полоса дает возможность именно посадки новых самолетов, типов самолетов. И, естественно, она дает возможность экономического развития именно Нижнеколымского района. Она дает возможность перемещения, связанность наших территорий. Ведь наша территория очень огромная, арктическая. Ну, конечно, это большое для нас событие, потому что летать с пересадками вертолетом очень тяжело. Многим и маленьким детям, и просто взрослым людям. Ну, надеюсь, что принесет больше рейсов, чаще будем летать, будет стабильнее. Ввиду того, что аэропорт находится в поводкоопасной зоне, при реконструкции этому моменту было уделено большое внимание. Действительно, тут у нас был подтопляемый участок, да, в связи с этим было принято, проектно-сметная документация была предусмотрено уплотнение и также поднятие уровня взлетно-посадочной полосы, и также у нас берегоукрепительные работы предусмотрены, и также еще патрульная дорога и ограждение предусмотрены в рамках реконструкции взлетно-посадочной полосы. Всего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры включено 15 аэропортов. Черский стал 9-м по счету в этой программе. До конца текущего года планируется завершение реконструкции еще 2 объектов в Уснере и Нерюнгри. Власий Сергеев, Иван Сорокоумов, Черский, Нижнеколымский район, Якутск. Испытано на себе.
Когда еще не все прибывшие пассажиры вышли из самолета, в аэропорту уже кипит работа. Идет регистрация на рейс, а самолет обслуживается. Идет выгрузка-погрузка багажа, дозаправка и предполетная подготовка воздушного судна. Между приземлением и взлетом проходит чуть больше часа времени. Ну, я вот сейчас улетаю в институт, а так всю жизнь жила местная, да. В садик здесь ходила, в школу. Часто приходится летать на самолет? Ну, я когда была школьницей, я летала 2 раза в год. Ой, извините, да, наоборот, 1 раз в 2 года. А вообще, в целом, как думаешь, вот, самолеты, они облегчают доступ до, например, до твоего поселка? Да, конечно. Сейчас самолет летает, а до этого летали вертолеты. Вообще было неудобно, особенно зимой. Екатерина Ивановна, как часто вы пользуетесь услугами самолетов? Да, я по всей России летаю, с крайнего севера до юга. А вообще в целом в Черском, на северах часто бываете? Да, я в Черске первый раз, но я по северам летаю. Я в Оленек часто летаю. Ну вот у нас тема ко Дню гражданской авиации. В целом, ваше мнение по поводу перевозок на самолетах. Насколько это удобно? Или, ваше мнение? Конечно. Без авиации мы куда бы долетели бы, да? Она же как бы птица летучая, и она доставляет нас вот от Арктики до югов. Вот. И желаю процветания. Работаю я с 2013 года, работал сперва в полярных авиалиниях, затем перешел в авиакомпанию «Якутия». Работаю командиром воздушного судна на Dash-8 Q300. Летаем мы почти по всей Якутии, где принимают наши воздушные суда, где аэродромы соответствуют для наших воздушных судов. Летаем мы на высотах 7000, 7600. Пролетаем такие невероятно красивые места, как Верхоянский хребет, горы, равнины, долины. Какой из маршрутов вам больше всего нравится? Наверное, что-то типа Тикси, потому что летишь строго на север, пролетаешь также Верхоянский хребет, пролетаешь речки, горы. Далее выходит красивый выход на море. Заход у нас осуществляется через море Лаптевых. Очень красивое место. Но там есть климат у них тоже очень суровый. Постоянные ветра, что придает опыт в нашей работе неопределенно. А вот вообще есть специфика таких вот полетов, когда такие большие территории и, допустим, погода, она бывает, что метет несколько, неделю, да, подряд. Бывает такие моменты? Да, бывает. Вот тот же самый Тикси, Чекурдах, то, что у нас по северу, вот, все вот там, наверное, такие проходят. Что ближе к морю, вот там постоянно ветра дуют. Да. И ваши пожелания вашим коллегам ко Дню гражданской авиации? Я нашим коллегам хотел бы пожелать летного долголетия, большого здоровья, чтобы была всегда погода, попутного ветра на эшелоне, встречного на взлете и посадке. Испытано на себе.
сейчас с Виктором очень оперативно попытались сделать съемки в аэропорту Черского, потому что мы на этом же самолете возвращаемся обратно в Якутск. И время на буквально съемку было что-то около часа, пока выгрузят багаж, пока пройдут регистрацию пассажиры. И, соответственно, нам за это время нужно было успеть взять интервью, по крайней мере, да. Виктор снимал снаружи, на улице, статичные кадры. Вот. Тебе как вообще Черский? Я толком его даже не увидел. Да. То же самое. Я первый раз вообще в Черском. Надеюсь, еще будет повтор, да, то есть, уже более близко познакомиться с этим поселком. Но в целом мы хоть увидели Черский сверху, с высоты, да, птичьего полета. Ну а сейчас снова двигаемся. Не знаю, как нас слышно, потому что здесь очень шумно прямо. И самолет сейчас на взлете, то есть набирается высота и закладывает уши. У тебя такие быстрые командировки были? Ни разу. Ни разу. Первая такая? Это первая такая быстрая. Получается, командировка, которая по расстоянию очень продолжительная, это 1800 километров в одну сторону, почти 2000, да, и 2000 обратно. Считай, 4000 километров пути и всего лишь один день.
Так, вот это у нас как бы пищевая точка, да, получается? Ну да. А как кипятится вода для чая? Здесь вода не кипятится, только поддерживает температуру термоса. В термосах, да? Так обычно в термосах кипяток привозят И на воздушное судно и переливается в бойлер. В самолете 50 человек, да, посадочных пассажиров? На Бомбардье 50. Именно на Q300. Так. Ну, как будто вы ко мне приехали домой. На кухне, да, смотрим? Готовим. Что? А через сколько будет подача? Вообще вот есть какой-то регламент после взлета, через сколько-то минут подается или В течение 40 минут обычно. Через 40 минут подается уже питание? Да, напитки после питания, ну и горячие напитки. В первую очередь экипаж кормит. В первую очередь? Экипаж. Экипаж. Алло. Что называется? Во время обеда на высоте 7000 метров над землей я поймал себя на мысли, что блюдо, которое я вам сейчас покажу, я делаю только в самолетах. Не знаю, как его назвать, но что-то типа самолетный гамбургер. Делается он просто. Разрезаем булочку пополам, внутрь максимально намазываем паштет и сыр, закрываем верхней частью булочки и все. Наш бургер готов. Приятного аппетита! Я являюсь рядовым бортпроводником авиакомпании «Якутия» на протяжении уже 10 лет. Выполняю рейсы как на внутренних авиалиниях, то есть по местным районам работаю, и выполняю рейсы по Дальнему Востоку. И не так давно я получила допуск на международные рейсы, такие как Харбин, которые выполняет сейчас авиакомпания «Якутия». Отлично. Скажите, вот что касается, допустим, местных авиалиний, как вообще население, ну, вы всегда в контакте с пассажирами, вот можете ваше мнение рассказать? Самые добрые, самые благодарные пассажиры. Добрые, отзывчивые люди, в принципе, как и на всех рейсах. Для вас какой самый запоминающийся рейс или ваш самый любимый рейс? Самый любимый рейс? Самая лучшая командировка у нас была в Магадан в свое время. Мы работали с Магадана, выполняли заказные рейсы на Купол, это то есть прииск, где работают вахтовым методом. Вот. Остались хорошие впечатления в плане именно конкретно природы, где лисы спокойно ходят, то есть в контакте с тобой буквально, то есть ты их кормишь. Огромные зайцы, безумно большие, таких я нигде не видела, честно. Природа. Точно так же, как и, в принципе, местные рейсы. Прежде всего, своим коллегам я желаю большого, крепкого здоровья. Это самое главное, в принципе, сейчас в нашем современном мире. Вот, с нашим бешеным ритмом жизни, так скажем. Ну и вообще всего самого хорошего, семейного благополучия, чтобы все были счастливы, улыбались всегда и были самыми счастливыми.
драгонцы. Самый большой в мире АЛАЗ. Который носит имя якутского советского писателя, ученого, филолога и общественного деятеля Платона Ленинского. Для вашей безопасности просим вас не различать вещи, проходите оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями безопасности. До полной остановки самолета и выключения световых табло пристегнут ремни. Пожалуйста, будьте осторожны при открытии багажных полок во избежание падения ручной флаги. Не забывайте, пожалуйста, свои вещи в салоне самолета. Будьте внимательны при выходе из воздушного судна на трап. Мы благодарим вас за то, что вы воспользовались услугами авиакомпании «Якутия» и будем рады вновь встретиться на борту наших воздушных судов. Желаю вам всего доброго, до новых встреч. До свидания. Друзья, ну что, мы вернулись в город Якутск. Буквально рано утром сегодня мы отсюда вылетели. Вернулись, все нормально, полет прошел хорошо. Причем показалось, что дорога обратно была гораздо быстрее. Как нам сказали, после взлета из Черского попутный ветер был почти под 200 км в час. А когда мы летели в ту сторону, ветер, наоборот, немножко мешал, то есть он был встречным. Действительно, на больших высотах, или, как говорят летчики, эшелонах, могут дуть очень сильные ветра. Например, тут видно, что самолет, имея крейсерскую скорость больше 500 км в час, по факту летит со скоростью около 360. Именно поэтому до Черского мы летели чуть дольше, около 4,5 часов. А на обратном пути эти же потоки в 200 км в час нам помогли быстрее добраться до города Якутска. Хотелось бы поздравить с Днем гражданской авиации всех пилотов, весь персонал, коллектив. В частности, коллектив авиакомпании «Якутия». Слетали мы очень комфортно. В ту сторону практически я не заметил, потому что пол пути я спал. Обратно все как-то очень быстро произошло. И чтобы вы понимали, вот у меня термос полный, из дома я брал котлетки, думал перекусить, буду голодать, но нет. В принципе, очень хорошо покормили, и в целом никаких неудобств даже не возникло, да, то есть и все четко, оперативно. Ну, в целом, также желаем нашим авиакомпаниям процветания, чтобы были лояльные пассажиры, чтобы погода была, особенно в северных районах, поменьше мело, чтобы рейсы у нас не задерживались. Ну и, конечно же, хотелось бы пожелать всем ясного неба. Это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч! Испытано на себе.